Кажется, что аджика всегда была у абхазов во все времена. Ее употребление является характерной особенностью абхазской кухни. Аджика постоянно присутствует в их жизни. Без нее не обходится ни одно застолье. Аджика – атрибут как поминального, так и праздничного стола. Ее добавляют почти во все абхазские блюда. На столе ей выделено особое место в отдельной солонке. Гостеприимство по-абхазски звучит как ачеджика, что в дословном переводе означает хлеб аджика, по аналогии хлеб-соль. Так народ обозначил гостеприимство, которое выделяет его и среди кавказских народов. Моего деда звали Ванача Чахмат. Я была маленькой, но помню, что он был строгий насчет хлеба и соли. Когда к нему приходили гости, он оставлял все свои дела и уделял много внимания им. Его считали хлебосольным человеком. Дом, где он жил, считался гостеприимным домом. В нашем дворе всегда было шумно от людей. Ритуал приготовления пищи у абхазов строг. Женщина у очага должна быть с прибранными волосами. Я без косынки на голове никогда не варила мамалыгу. Если бы начала готовить, мои родные меня бы не поняли. Это было бы неправильно. Без косынки и без чулок меня мой свекор не видел, потому что по-абхазски старик не должен видеть неприкрытое тело женщины. В каждой абхазской семье хранятся баночки с красной ароматной аджикой. В Абхазии ее никогда не производили в массовом порядке. Секрет производства аджики заключается в том, что каждая семья делает самостоятельно этот продукт, изменяя по собственному вкусу рецептуру ее приготовления. Но основные компоненты остаются одинаковыми для всех – перец, немного специй. Если я скажу, что моя мама лучше всех делала аджику, то это будет звучать слишком похвально. Но я говорю то, что знаю. У нее был специальный камень для протирания перца. Только с помощью этого камня она делала аджику. Сейчас появились мясорубки, и аджику делают по-современному. Может, я не могу сделать так, как делала моя мама, но сейчас я делаю так, как видели когда-то мои глаза. Абхазы сеют семена перца в марте. Рассаживают нежные ростки позже, в начале мая.
Растение стручковый перец к концу лета вырастает по колено человеку и дает плоды разного цвета – зеленый и ярко-красный. И то, и другое идет в приготовление аджики. Когда самые нижние стручки становятся красными, собирают первый урожай. Его нужно повесить для просушки, и лучшее для этого место – плетеная пацха. Перец находится в дыму, появляется особый вкус. Зеленые стручки тоже нужно высушить. Из них делается зеленая аджика. Ее обычно добавляют в алычевую подливу или употребляют с жареной курицей. Когда связка перца долгое время побывает в дыму, мы берем и отделяем стручки от семян. Урожай перца собирают в октябре. Его плоды нанизывают на прочную нить и сушат некоторое время в амбарах под потолком. Затем нанизанный перец подвешивают в опацхах над очагом. Дым костра коптит стручки жгучего перца и придает уже готовому продукту особый вкус. Высушенная и прокопченная связка перца становится легче в несколько раз и темнеет по цвету. Долгое время темно-вишневые связки перца украшают опацхи абхазов, придавая жилищу определенный колорит. Я готовлю аджику не только для своей семьи. Когда в селе играют свадьбу или проходят похороны, каждый двор выделяет для этих нужд аджику, фасоль или другие продукты. Конечно, надо поделиться с соседом и быть рядом и в беде, и в радости. Все село помогает друг другу. Когда в отцовский дом приезжает сын, живущий в городе, я выделяю ему из своих запасов аджику. Если кто-нибудь из родственников будет в ней нуждаться, то тоже получит баночку-другую. Абхазец должен иметь много аджики. Правда, в этом году перец не уродился, но поделимся и всем хватит. Для изготовления аджики нужны особые плоские камни. В старину их находили на дне рек, которые меняли русло. Плоскость камням придавал поток воды. Тысячелетия стесали неровности. Каждую осень из подвалов достаются оставшиеся от бабушек увесистые камни-терки. Они обмываются от пыли и сорок. Но предварительно стручки перца отрывают от плода ножек, приготавливая продукт к растиранию на камне. В некоторых районах Абхазии из перца вынимают семена, чтобы аджика не получила горький привкус. Затем стручки вымачивают в горячей воде на 3-4 часа, придавливая дощечкой с грузом.
Однако в Бзыбской Абхазии стручки растирают вместе с семенами. Такая аджика, конечно, отличается особой остротой. Аджика, которую приготовили на плоском камне, конечно, отличается от аджики, пропущенной через мясорубку. Она отличается прежде всего вкусовыми качествами, да и выглядит аппетитнее. Когда хорошо раздавишь семена, тогда аджика становится намного вкуснее. Если семена хорошо не подавить, то аджика не станет ароматной. В старину наши бабушки так готовили. Затем добавляем кориандр. Для приятного запаха добавляем зелень. Теперь добавляем чеснок, зелень и ощущаем терпкий запах. С каждой травой аджика становится вкуснее. И вот теперь-то начинаем пестиком перетирать на плоском камне всю эту пахучую массу. Так делали наши предки. Это трудно, очень трудно. Через мясорубку, конечно, легче, но вкус-то совсем другой. Наверное, мясорубку изобрели ленивые. Одним словом, если постараться, можно приготовить вкусную аджику. Это такой труд, говорит мой муж. Оставь это дело. Пропусти перец через мясорубку. Зачем убиваешься? Но я уже привыкла и не могу по-другому. В самом конце растирания женщины добавляют немного поваренной соли, и приправа готова. Абхазы едят аджику с мясом, молочными растительными блюдами, со свежими овощами. Ее добавляют почти во все соусы. Главные абхазские блюда – это фасоль и кольраби. Последние делают из листьев растения кольраби. Сюда добавляют орех и аджику. Сверху заливают ореховым маслом. Оно делает блюдо вкуснее. У абхазцев, пожалуй, нет такого блюда, в которое не добавлялась бы аджика. Она везде нужна. Наверное, только в чай ее не добавляем. Дети мои, когда кушают хлеб, вместо сливочного масла мажут аджику. Они так больше любят. Кладу аджику в банки, вот так. Когда мои дети приезжают из города, я даю им эти баночки. Им нравится, когда получают готовую аджику. Берут ее с удовольствием. Еще и нахваливают. Однако я им советую самим научиться делать аджику старым способом. Но они все отнекиваются. И пока что я сама ее готовлю для внуков и правнуков.
Абхазская аджика придает пище остроту и жгучесть, аромат и терпкость. Прекрасно стимулирует аппетит. Ученые, исследуя феномен абхазского долголетия, пришли к неожиданному заключению. Среди многих причин, способствовавшим возникновению долгожительства среди абхазов, немаловажную роль сыграло употребление на протяжении всей жизни жгучей приправы аджики. И по сей день в отдаленных селах Абхазии можно встретить стариков, которым уже перевалило за 100 лет. Приезжали в Абхазию и американские, и японские ученые с целью разгадать этот феномен. Однако создать панацею от старости они не смогли. Наверное, для этого надо просто жить здесь, дышать этим воздухом, питаться растительной пищей и, конечно, аджикой. Абхазы в древности были совсем другими, чем сейчас. Память даже у стариков была ясная. Любили попить, поесть, уважить гостя, работали и были очень хлебосольными людьми. У каждого в хлеву стояли коровы, вдоволь имели сыр, фасоль, мамалыгу. Все, что ели, было чистым, и здоровье у всех было отменное. Для абхазцев аджика – это не просто еда, это их образ жизни. Она в какой-то степени и воспитывает. Слишком обильное ее употребление сжигает, и потому она воспитывает умеренность, а умеренное ее потребление привносит в жизнь остроту и яркость. Так думают в Абхазии.